Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Мирном зарегистрировали мошенничество при помощи поддельного автоинформатора. 26-летняя местная жительница сообщила, что ей поступил автоматизированный звонок. Механический голос автоинформатора сообщил, что на ее карте зафиксирована и приостановлена подозрительная транзакция, и для ее отмены предложил нажать любую клавишу на телефоне, что потерпевшая и сделала. Далее к звонку подключился лжесотрудник службы безопасности банка, который попросил женщину продиктовать реквизиты банковской карты, а также СМС-коды подтверждения операции, которые поступят ей на телефон. После того, как женщина сообщила мошеннику по телефону всю необходимую информацию, с ее карты произошло списание более 25 тысяч рублей. Аналогичным способом мошенники похитили у 35-летнего мирнинца свыше 70 тысяч рублей. Ему также сначала поступил звонок от автоинформатора. Полиция начала проверку по факту смерти одного из постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хангаласском районе. Происшествие случилось 29 сентября в поселке Мохсоголох. Мужчина 1945 года рождения днем выбросился из окна своей комнаты на втором этаже дома-интерната. От полученных при падении травм он скончался в больнице. Предсмертной записки он не оставил. По словам работников и постояльцев интерната, в последнее время он сильно переживал из-за проблем со здоровьем. Следственный комитет проверил дом-интернат, в котором погибший заселился с 2015 года. По статьям доведения до самоубийства и убийства составов преступления не обнаружено. 14 октября, после принятия решения об отказе от возбуждения уголовного дела по статье 105 и 110, следователям ЦМУСО и СУСК было принято решение, подготовлен рапорт для проверки именно действий персонала на предмет статьи 293 части 2, то есть это халатность. Данному составу будет дана отдельная оценка, соответственно, поступит к нам, по результатам мы посмотрим на предмет законности и обоснованности. В Якутске полицейские изъяли игровые терминалы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 6 фактов незаконной игорной деятельности. Установлено, что в нескольких барах и магазинах под видом терминала оплаты были поставлены игровые автоматы. Однорукие бандиты были изъяты на месте. Полиции устанавливаются владельцы техники и проводится проверка. В Якутске женщину осудили за перевозку наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 35-летняя подсудимая в 2017 году вошла в состав преступного сообщества, занимающегося торговлей наркотиками на территории России и Казахстана. С 26 января по 4 февраля 2018 она перевела из Новосибирска в Якутск оптовую партию, которую передала другому члену преступной группы, выполняющему функцию склада. Партию расфасовали и спрятали по тайникам на территории Якутска. Но их успели изъять, и до реализации общий вес изъятого товара составил свыше 420 граммов. Установлено, что женщина имеет высшее образование без определенного места работы, имеет 5 малолетних детей и состоит на учете в связи с употреблением психостимуляторов. В ходе расследования уголовного дела с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других членов преступной группы находится на стадии судебного разбирательства. Мужчина, объявленный в международный розыск после нападения на сотрудника Росгвардии в Нернгри, предстанет перед судом. Уголовное дело возбудили в марте 2017 года в отношении гражданина иностранного государства. Отмечается, что мужчина, находясь в увеселительном заведении во время танцев, повредил предметы интерьера и вел себя агрессивно. Администратор заведения использовала кнопку сигнализации, и на вызов прибыли сотрудники Росгвардии. По сообщению Следственного комитета, на предложение сотрудников проследовать с ними для разбирательства буйный посетитель не согласился и несколько раз ударил одного из бойцов. Мужчина был доставлен в отдел полиции, и после рассмотрения дела в порядке административного судопроизводства он скрылся от следствия и на протяжении 2 лет прятался за пределами страны. Следствием он был объявлен в международный розыск. 15 июля этого года мужчину задержали на границе по заочному решению суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По этапу его доставили в город Нернгри для проведения следственных и процессуальных действий. Обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.